Росздравнадзор работает со всеми игроками фармрынка и не видит никаких рисков. Лекарств на складах достаточно, прорабатываются новые варианты поставок, заявила РИА Новости глава ведомства. Тем временем в Коми отдаленные аптечные пункты и больницы региона на 60% обеспечены лекарствами на период половодья. Поставки препаратов будут идти еще ближайшие 2 недели. Необходимый запас на 45 дней сделают во всех учреждениях республики, которые останутся без связи с Большой землей. Сегодня такие есть в Печорском, в Уктыльском, Усть-Цилимском, Усинском и Ижемском районах. Впрочем, свои запасы теперь считают все больницы и аптеки региона без исключения. Виктория Палкина продолжит. Аптечный склад – закрытая территория от посторонних глаз. В эти дни здесь как никогда много работы. Пришла большая партия льготных медикаментов. Это лекарства от заболеваний желудочно-кишечного тракта, противосудорожные препараты и лечебное детское питание. А в этих коробках те самые сахароснижающие лекарства. Именно с этой группы в последнее время были серьезные перебои. По федеральной льготе препаратов для снижения уровня сахара в крови достаточно много. И хотелось бы со своей стороны также отметить, что пациенты отказываются от соцпакета, от права на получение препаратов по федеральной льготе. Вследствие этого у нас дефицит региональных препаратов. Свои запасы медикаментов подсчитали в республиканской инфекционной больнице. Лекарств хватит минимум на 2 месяца. И это не только препараты для лечения коронавирусной инфекции. У нас еще профильные инфекционные болезни поступают, больные поступают там, с кишечной инфекцией, с гепатитами вирусными, диагностические больные с подозрением на инфекционное заболевание. Так что на них тоже так же мы заказываем лекарства. Мы обычно плановое, заблаговременно, в конце года планируем, что нам нужно для таких профильных инфекционных больных, какие лекарства, и проводим аукционы и закупаем. И в инфекционной больнице, и в других лечебных учреждениях Коми все закупки препаратов идут в плановом режиме. Производители и поставщики подтвердили свою готовность обеспечить наши больницы необходимыми медикаментами. Виктория Палкина, Наталья Юрина, Павел Юлианмин, телеканал Юрган.